Блюда, приготовленные в посуде из термостойкого стекла, прекрасно сохраняют вкусовые качества и аромат продуктов. Программа «Кулинарная азбука» готовит на термостойкой экологичной посуде Хелпина. Здравствуй, Казань, здравствуй, великий город. Мы начинаем. Новый год уже на пороге. И мы будем готовить блюдо из утки. Из нашей казанской фермерской местной утки. Наше блюдо можно назвать пирожок. Пирожок с уткой. Но пирожок не простой, а пирожок новогодний, пирожок праздничный. Мы берем утиную грудку, срезаем с нее лишний жир. Делаем насечки на коже, чтобы жир лишний вытекал из нее. Сейчас мы ее солим. Добавляем немного смеси перцев. Мы добавим немножко соуса из граната, называется нашарап. Соуса берем немножко, буквально 1 чайную ложечку. Она поможет нам заколеровать эту уточку и придаст такой кисло-сладкий, терпкий где-то вкус. Все, пока наша утка будет мариноваться, мы будем продолжать готовить начинку для нашего блюда. В начинку мы положим еще шампиньоны. Шампиньоны мы используем для того, чтобы сделать как бы такую подложку для нашей утки, чтобы она будет лежать на них и пропитываться ароматным вкусом шампиньонов. Еще нам понадобится шпинат для того, чтобы сделать второй слой в нашей начинке, в нашем волшебном новогоднем пирожке. Шпинат мы берем свежий. И шпинат, он даст как раз вот такой баланс между мясом, тестом и вот овощами. Опять же, это у нас мы стараемся готовить здоровую еду, потому что хоть и Новый год, но все должны помнить, что не надо переедать. Главное для нас это все-таки не обильный стол, а физкультура, баня. В этом и состоит возрождение традиций. Так, наши шампиньоны мы ставим жариться. Аккуратно, чтобы не насолить. Иногда помешиваем наши шампиньоны. Вот уже разогрелась сковородка для шпината. Шампиньоны просятся, чтобы их посолили. Так, ну все, наши начинки уже готовы. И начинаем обжаривать нашу утиную грудку. Как я уже говорил, мы замариновали ее в гранатовом соусе, поэтому жарить надо очень осторожно, чтобы она не подгорела. Он дает карамель, гранатовый соус, потому что он очень сладкий. Вообще, сочетание сладкого, острого, такого аромата утиного, это всегда сочетание новогоднее. Это всегда приятно кушать зимой. Ну вот, мы приготовили все ингредиенты для нашего пирожка. Сейчас мы будем его собирать. Мы берем слоеное тесто и начинаем его делить на 3 кусочка примерно. Тесто получится хрустящее, уточка будет сочная, грибы будут ароматные и шпинат будет кисленький. Вот такое блюдо нас ждет сегодня. Выкладываем сперва шпинат. Если мы хотим, чтобы какой-то слой получился сверху, его надо класть вниз. Затем кладем нашу уточку, кладем ее кожей вниз. Сверху на уточку мы кладем грибочки. Края теста мы смазываем обязательно желтком, чтобы оно лучше прилипло друг к другу. Так, заворачиваем тестом. Получился такой пирожок. Переворачиваем его и кладем. Для хорошей
колера, для хорошего колера, я смазываю куриным желтком. Делаю небольшие насечки. Ну вот, все, наше блюдо практически подготовлено. Сейчас мы его ставим в духовку. Мы отправили нашу утку в духовку, а пока приготовим к ней гарнир. Для этого нам понадобится салат айсберг. Нарежем соломкой и обжарим. Вот как мы поступаем с салатом. Также вареная свекла понадобится нам. Быстренько обжариваем салат. Чуть-чуть соли, немножко моих любимых сушеных трав и добавляем немножко свеклы. Добавляем немножко кедровых орехов. Но это уж самый новогодний продукт. Ну вот, наконец-то наш пирожок испекся. Хочу заметить, что в этой посуде я даже не стелил бумагу для выпечки. Видите, как он ездит? То есть она абсолютно к ней не прилип. Сейчас мы начинаем сервировку. Внимание. Я считаю, оптимальная прожарка для уточки. Так, наше блюдо готово. Сейчас мы попробуем его на вкус. Какой матур! А какой тамле! Кушайте на здоровье. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Каша не пригорает, чайник закипает быстро. Даже обычный ужин настоящая хозяйка может превратить в маленький праздник. Программа «Кулинарная азбука» использует термостойкую посуду Васильевского стекольного завода.